زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. В этом коротком послании мы попытаемся тезисно указать на заблуждение некоего Абдуль-Малика, который на эмоциях отлучил весь народ Казахстана от ислама, сделал такфир, и объявил необоснованно целую страну немусульманской. Первое заблуждение – это глобальное отлучение от ислама, такфир. Эти кафиры, когда им начинаешь рассказывать про ислам, эти казахи-кафиры, мы им рассказывали про ислам, они сделали информационный бан нашей страницы. Как за это прощать вообще? Кафирская страна. Это последняя страна, куда бы я хотел поехать. Я даже Израиль сейчас больше уважаю, чем Казахстан. Глобальное отлучение от ислама является одним из принципов деструктивной секты хариджитов, и древних, и современных. Древние хариджиты отлучили от ислама самих сподвижников, как это приводится, например, в книге имама Ибн Кафира «Аль-Бидая ван Нихая», а современные, например, в лице предводителя течения Ихван аль-Муслимин Саид Кутба, отлучили от ислама все страны мусульман. И те, и эти апеллировали к тому, что мусульмане оставили правление по законам Аллаха. Интересно, что лица меняются, а идея и убеждения остаются теми же самыми. Существуют многочисленные высказывания сподвижников, а также богословов о том, что методология хариджитов является заблуждением, о чем мы поговорим в отдельных лекциях с дозволением Всевышнего Аллаха. Заявление Абдуль-Малика о том, что он ненавидит мусульманскую страну больше, чем не мусульманскую, тоже соответствует описанию хариджитов, которые пришли в хадисах, так как их целью является дестабилизировать ситуацию в мусульманских, именно в мусульманских странах. То есть в моих глазах даже Израиль меньше залим в отношении ислама, чем Казахстан. Что тут говорить-то еще? Это заявление также противоречит здравому смыслу. Как можно сравнивать страну, на земле которой исповедуется ислам более 10 веков, со страной, которая оккупировала земли мусульман? А его заявление о том, что Казахстан является не мусульманской страной, является чистейшим заблуждением и невежеством, так как богословы считают страну мусульманской, пока правитель и народ являются мусульманами, и пока обряды ислама можно выполнять свободно. Давайте послушаем, что говорят на этот счет богословы. دار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام مثل الأذان، إقامة الجمعة، إقامة الجماعات، ويعرف أنها بلد إسلامي حتى وإن كان حكامها لا يحكمون بالإسلام، لأن العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر. حكام الكويت هل هم ولاة أمر وتجب طاعتهم في المعروف مع العلم أنهم لا يحكمون الشريعة؟ نعم هم ولاة أمر، هم وأشباههم ولاة أمر في مصر وفي الكويت وفي الأردن وفي سوريا ولاة أمر، يجب يطاعوا في المعروف. Стоит отметить, что подобные постановления о целых странах являются прерогативой больших, крупных богословов, а не простых мусульман. Такфиризм Абдуль-Малика проявляется даже в том, как он разговаривает со своими подписчиками и без колебаний называет конкретного человека лицемером. Не базарь, ты сам рот свой закрой, Альберт, лицемер. Пошел вон отсюда. Второе заблуждение Абдуль-Малика – распространение ложной информации. Его статистика о 2% казахстанцев, которые читают намаз, является ложным, так как их намного больше, что заметно невооруженным взглядом. Много верующих, у вас меньше 2% официально по статистике читают намаз. И вообще, как он может опираться на статистику, которую, по его мнению, составили не мусульмане? Распространение ложной информации является большим грехом в исламе, а распространитель лишается доверия. Ведь сподвижники говорили «Кафа лиль-мар'и кадибан ан юхаддиса бикулли ма ясма». Достаточно человеку быть лжецом, если он будет распространять все, что он слышит. Третье заблуждение Абдуль-Малика – его противоречивые заявления. Я приведу несколько примеров. Первый из них – удивительно, что Абдуль-Малик заявляет, что он является мусульманином ханафитом и запрещает называть себя саляфитом.
Хватит называть меня ваххабитом, хватит называть меня саляфитом, суфистом, там еще кем-нибудь. Я мусульманин, альхамдулилля, я следую ханафитскому мазабу. Но в то же время он утверждает, что человек, который не читает намаз, не может быть верующим. Как может быть верующим, который человек не читает намаз? Лицемеры вы? В ханафитском мазхабе и в остальных 3 мазхабах человек, который оставляет намаз по лени, остается мусульманином, и его нельзя отлучать от ислама. Скорее всего, такфиритская сторона сущности Абдуль-Малика поборола ханафитскую сторону. Второй пример. В одном из своих выступлений, когда он приносил извинения за свои глупости, он апеллировал к тому, что он был на эмоциях, на нервах, что его задели вот эта вот критика и хейт и так далее. На меня очень сильно обвалился шквал именно так называемого хейта. Более тысяч, наверное, более десятка тысяч оскорблений, более сотни угроз в мою сторону и в сторону моей семьи, причем очень неадекватных и очень, так скажем, сильных. И порой бывало так, что я по несколько дней от этого даже уснуть не мог. То есть меня просто, да, то есть атаковали по, видимо, почему-то велению, и все вот эти 2,5 недели меня просто атаковали, я ходил на нервах. Уже находясь на нервах, я наговорил глупостей. То есть 2,5 недели, почти 3 недели я ходил на нервах из-за того, что мне постоянно были звонки из Казахстана. В тот момент, да, то есть я, конечно же, повел себя неадекватно, я это признаю, наговорил глупости. То есть я это сказал на эмоциях, необдуманно из-за своей глупости. Но однако в первом выступлении он говорил, что пускай люди говорят, что захотят о нем, и это его не заденет. И да, хватит писать в мою сторону оскорбления, вы все равно не заденете меня. Последний пример. Когда он извинялся, он сказал, что под теми глупостями, которые нам пришлось слушать, он имел в виду только казахов, которые воюют и враждуют с исламом. В том видео шла речь те казахи, которые против шариата выступают. То есть не просто там какие-то люди, а именно которые активно выступали против ислама. То есть не нужно вырывать мои слова из контекста. Но это очередная ложь, так как в первом выступлении он говорит, что я ненавижу казахский народ ради Аллаха. Эти кафиры, когда им начинаешь рассказывать про ислам, эти казахи-кафиры, не ради Аллаха ненавижу их, понимаете, я ради Аллаха ненавижу этот народ. Да, и среди них есть хорошие братья-мусульмане, но в основе своей это хуже русских даже уже сейчас. Даже русские не так идут против ислама, как казахи сейчас. Кафирская страна. Это последняя страна, куда бы я хотел поехать. Я даже Израиль сейчас больше уважаю, чем Казахстан. Поэтому его извинение является пылью в глаза, дабы избежать хейт и критику в свою сторону. Четвертое заблуждение Абдуль-Малика – невежество и подмена понятий. Он обвинил тех, которые вырезали его лайв и опубликовали в соцсетях, в шпионаже, в поклепе гайби и намиме, и в том, что они возводят ложь на него, то есть делают ифтиро. Конечно же, те люди, которые обрезали это видео, да, то есть выложили его в сеть, я не знаю, какую цель они несли, но при этом не забывайте о том, что Аллах Субхану Тааля сам говорит: «Валя таджассасу», не шпионьте друг за другом, и при этом, что в исламе являются 3 тяжких греха: гыба, ифтира и намима. Поэтому, то есть тот блогер, который занимался этим, пусть будет готов, что в судный день ему придется отвечать за эти 3 греха. Хорошо, давайте разберемся, что такое шпионаж. Шпионаж в исламе, когда человек тайком следит за своим братом-мусульманином, дабы найти его ошибки и опозорить его. Но однако выступление Абдуль-Малика не было тайным и секретным, оно было публичным. Поэтому те, которые выложили это видео в соцсети, не являются шпионами. И тем более это не является возведением лжи и втюро. Поэтому это либо невежество от Абдуль-Малика, либо это очередная ложь. Пятое. Мания величия. Абдуль-Малик высокого мнения о себе, так как считает, что человек, задев его, задевает сам ислам. За то, что он облил не только меня грязью тем самым, он облил еще весь ислам грязью. То есть если вы стремитесь дальше пытаться унижать человека, который занимается религией, это ваше право. О Абдуль-Малик, спустись на землю, вылечи свое сердце от звездной болезни, высокомерия и мания величия, пока не поздно. Ведь на самом деле ты сделал абсолютно обратное.
Твое выступление бросает тень на сам ислам. Шестое заблуждение – отсутствие элементарного этикета. И здесь я оставлю слушателей с самим Абдуль-Маликом. Эти кафиры, когда им начинаешь рассказывать про ислам, эти казахи-кафиры, не ради Аллаха ненавижу их, понимаете, я ради Аллаха ненавижу этот народ. Кафирская страна, это последняя страна, куда бы я хотел поехать. Я даже Израиль сейчас больше уважаю, чем Казахстан. Не базарь, ты сам рот свой закрой, Альберт, лицемер, пошел вон отсюда. Лицемеры вы, вот и все, лицемеры, запрещающие шариат в своей стране, подчинившиеся законам Тагута. Пошел вон отсюда. И последнее. Абдуль-Малику и всем проповедникам стоит знать, что проповедь дауа не место для эмоционально неустойчивых людей. Абдуль-Малик в своем выступлении говорит: на меня очень сильно обвалился шквал именно так называемого хейта. Более десятка тысяч оскорблений, более сотни угроз в мою сторону и в сторону моей семьи, причем очень неадекватных и очень, так скажем, сильных. И порой было так, что я по несколько дней от этого даже уснуть не мог. Меня просто атаковали, я ходил на нервах. Уже находясь на нервах, я наговорил глупостей. То есть 2,5 недели, почти 3 недели я ходил на нервах из-за того, что в тот момент, то есть я, конечно же, повел себя неадекватно, я это признаю, наговорил глупости. То есть я это сказал на эмоциях, необдуманно из-за своей глупости. проповедь – тернистый путь. Он требует от проповедника дисциплины, характера, объективности и терпения. Поэтому имамами этой проповеди являются сами пророки и посланники, которые проявляли терпение ко всем невзгодам и бедам, и вреду, который наносит им народ на этом пути. А если ты не обладаешь этими качествами, то проповедь дауа – это не твое. Оставь это. Если ты на эмоциях можешь наговорить глупости, тогда не занимайся дауатом, не занимайся проповедью. Пожалей себя, пожалей своих слушателей, пожалей мусульман. Что теперь им придется учитывать твое эмоциональное состояние? Как они могут отличить между твоими необдуманными эмоциональными глупостями и адекватным выступлением? Это был краткий критический разбор выступления Абдуль-Малика, которое Аллах облегчил нам. И в заключение я хотел бы сделать наставление мусульманам о том, чтобы они смотрели и критически относились к тому, от кого они перенимают религию, знания. Ведь наши праведные предшественники, богословы и имамы учили нас то, что эти религиозные знания являются нашей религией. И мы должны смотреть на то, от кого мы перенимаем эту религию. Мы не должны брать ее от кого попало. Мы должны брать ее от тех людей, которые образованы, которые обучались, на которых указали богословы, или которые стали известны своим суннизмом. Валлаху а'лям. Ва саллаллаху аля набийна Мухаммад.